В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии. В матче четвертого круга он встречался с Каспером Рудом. При счете 6-2, 7-6 в пользу россиянина норвежец отказался доигрывать матч по состоянию здоровья. В 1/4 финала Рублев сыграет с соотечественником Данилом Медведевым, который ранее в своей игре четвертого круга обыграл американца Маккензи Макдональда. Противостояние российских теннисистов состоится завтра. Выйдя в четвертьфинал Australian Open, Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии «Большого шлема». В данный момент он занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 7 титулов под эгидой данной организации. Казанский «Акбарс» одержал победу над рижским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. В составе победителей дубль оформил Стефан да Коста. По одной шайбе забросили Виктор Тихонов и Михаил Глухов. У хозяев льда отличились Микс Индрашиц, Николай Елисеев и Робертс Букарц. Казанские хоккеисты набрали 86 очков и обеспечили себе победу в дивизионе Харламова. Они лидируют в Восточной конференции. Ну а рижский клуб на Западе идет на последнем 11-м месте. В следующем матче «Акбарс» в гостях сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым, а «Динамо» на выезде сойдется с ярославским «Локомотивом». Обе игры пройдут 18 февраля. Этой ночью 2 матчами 1/8 финала стартует плей-офф футбольной лиги чемпионов. Испанская «Барселона» на своем поле примет французский ПСЖ. Каталонцы и парижане встретятся с друг другом в плей-офф в 5-й раз. Команды играли на этой же стадии 4 года назад. Тогда «Барселона» стала первым клубом в истории Еврокубков, который смог пройти соперника по сумме 2 матчей, проиграв первую встречу со счетом 0-4. Напомним, ответная игра тогда завершилась победой испанцев со счетом 6-1. Борьбу за путевки в четвертьфинал начнут немецкий Лейпциг и английский Ливерпуль. Команды из-за ограничений поездок между странами, связанных с коронавирусом, сыграют в Будапеште. Эта игра станет первой в их очном противостоянии. Но что касается ответных матчей, то они пройдут 10 марта. Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Даляни Фан» Хосе Соломон Рандон на правах аренды перешел в московский ЦСКА. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона. Сообщается, что форвард уже присоединился к команде на сборах в Испании и провел первую тренировку. В прошедшем розыгрыше чемпионата Китая Рандон провел 16 матчей, в которых отметился 9 результативными ударами. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы. На его счету 31 гол в 83 встречах. Напомним, Рандон имеет опыт выступления в российской премьер-лиге. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит». Мария Ласвицкене одержала победу в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Москве. Она преодолела планку, установленную на высоте 1 метр 94 сантиметра. Уже в ранге победительницы Ласвицкене заявила о высоту 2 метра, однако не сумела ее взять. А второе место заняла Кристина Королева. Третьей стала Мария Качанова. Для 28-летней Ласвицкене эта победа на зимнем чемпионате России стала 7-й в спортивной карьере. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 18 медалей чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Соревнования прошли в Улан-Удэ. Сборная республики под руководством главного тренера Александра Оконешникова и тренера-консультанта Хаджимурата Гацалова записала в свой актив 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых наград. Чемпионами турнира стали Уйгулан Иванов, Константин Копрынов, Герман Устинов, Ниргун Сергин и Кузьма Сивцев. Добавим, что на этом старте якутяне завоевали 18 путевок на чемпионат России, который состоится в середине марта также в Улан-Удэ. На всероссийском ковре выступили якутские борцы греко-римского стиля. Сборная республики, состоящая из спортсменов не старше 21 года, завоевала 3 награды высшего достоинства первенства Дальневосточного федерального округа. Турнир прошел в городе Комсомольск-на-Амуре. На высшую ступень пьедестала взошли Родион Степанов, а также братья Владислав и Сергей Павловы. Отметим, что все 3 якутянина помимо медалей завоевали путевки на первенство России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!